Здравствуйте! В эфире программа «Настоящее время недели». В студии Дарья Соловьева. Я и мои коллеги расскажем о самых важных и интересных, на наш взгляд, событиях последних дней. Сегодня в выпуске. «Нет» по-гречески в конечном итоге превратилось в «да». В несколько измененной форме правительство Греции все же приняло все условия кредиторов. Специальные чохлы для газового баллончика. Полицейская академия в Украине. Первая серия. Выпускники уже патрулируют улицы Киева. На очереди Львов, Одесса и Харьков. Безотносительно именно к вам. Почему поднятый над головой Земфиры украинский флаг вызвал шквал эмоций в российском шоу-бизнесе? Очень много пропаганды, милитари. Make war, not love. Рок-фестиваль «Нашествие» превращается в военный парад. Президент Ильхам Алиев хочет меня убить. Независимый журналист Эмин Милли об угрозах его жизни, ситуации в Азербайджане и первых европейских играх. Я вам не скажу за всю Одессу. После нескольких лет простоя Одесская киностудия реконструировала павильоны, закупила технику и возобновила съемки фильмов. Более 61% проголосовавших склонили чашу весов в пользу противников мер жесткой экономии. По итогам греческого референдума жители страны ответили «нет» на вопрос, стоит ли принимать финансовую помощь на условиях международных кредиторов. А пока Европа ждет от Афин конкретных предложений по экономическим реформам, министр финансов Янис Варуфакис ушел в отставку, сел на мопед и уехал в неизвестном направлении. Подробности у Романа Мамонова. Теперь уже бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, отрицающий костюмы и галстуки и измотавший нервы европейским переговорщикам, ушел в отставку столь же эффектно, как и ворвался в большую политику. Растолкал журналистов, сел на свой байк и укатил за горизонт с неизвестной миру блондинкой за спиной, оставив репортеров и миллионы соотечественников, сидящих без наличных денег. Греция сейчас гордая, своим «нет» в адрес кредиторов, но бедная. Банки не работали в стране всю прошлую неделю и останутся закрыты как минимум до четверга. Наличных в них едва наберется миллиард евро, а большинство банкоматов нынче бесполезные железные ящики с экранами. Пока Греция празднует День кредитной независимости, такой термин появился в соцсетях, в кабинетах руководства Евросоюза думают, что делать. Греки во главе с премьером Ципросом отвесили звонкую пощечину кредиторам, которых в местной прессе называют чуть ли не финансовыми террористами. Вот только выбор теперь невелик. Еврочиновники и главный спонсор Афин, главным образом Берлин, ясно предупреждали. Если Греция проголосует против затягивания поясов, денег больше не дадут, а выход из еврозоны перестанет быть угрозой. От своих позиций кредиторы отступать, судя по всему, не намерены. Мы уважаем итоги голосования жителей независимого государства. Мы ясно дали понять, что двери для переговоров остаются открыты. Но в то же время мы говорим, что параметры для нового соглашения о выделении помощи пока не определены. Крайне важно, чтобы завтра греческий премьер-министр представил нам конкретные шаги и планы по восстановлению экономического роста и благосостояния Греции. Судя по реакции бирж, дефолт и выход Греции из еврозоны уже никого не пугают. Более того, многие эксперты, вроде нобелевского лауреата Пола Кругмана, считают это лучшим сценарием в нынешней ситуации. Но для этого нужна политическая смелость. Премьер Ципрос уверял, что не пройдет и 2 суток, как еврокредиторы сдадутся и пришлют новый план. Но теперь от него самого ждут предложений. И каждый день промедления, закрытых банков и унизительных очередей за 60 евро в сутки лишают его очков. Роман Мамонов, «Настоящее время», Вашингтон. 10 июля поздно вечером власти Греции направили руководству Еврогруппы электронное письмо. В мейле на 12 страницах был расписан план реформ. Он почти полностью совпадает с отвергнутыми на референдуме предложениями кредиторов. Власти согласились увеличить НДС, налоги на рестораны, отменить льготы для островов и сократить расходы на пенсионную систему. Вместе с этим Греция запросила финансовую помощь в размере 53,5 миллиарда евро в течение 3 лет. Глава немецкого Минфина Вольфганг Шайбле обратился к своему греческому коллеге с просьбой провести через парламент хоть какие-то из предложенных реформ. Я сказал Евклиду Скалотосу, если вы хотите начать восстанавливать доверие, то вам следует реализовать хотя бы какую-то из предложенных мер. Просто пойдите в свой парламент и сделайте это. К вам сразу изменится отношение, поскольку за последние 5 месяцев единственное, что вы сделали, это выдворили из страны французского советника по эффективному налогообложению. 200 новеньких, сияющих как звезды сериала «Полицейская академия» дорожных полицейских вышли патрулировать улицы Киева.
Скорее всего, главой новой полиции станет замминистра внутренних дел Украины Эка Сгуладзе. Именно она занималась реформой украинской полиции. Сгуладзе своими подчиненными довольна. Те не побоялись оштрафовать даже прокурора и народного депутата. Пока реформа коснулась лишь столицы Украины, на очереди Львов, Одесса и Харьков. Затем вся страна. За работой патрульных следила Ирина Клименко. А на тактическом ремне есть специальные чехлы для газового баллончика, для сменного магазина. А еще у новых полицейских есть пистолеты, наручники, планшет, рация и видеокамера, которую ставят на запись в экстренных случаях. Таких у Валерии Волощук за 2 отработанных смены еще не было. В прошлом эта блондинка, юрист по образованию, работала стюардессой и помощницей народного депутата. Когда тебе государство дает возможность что-то изменить, ну зачем оставаться дома на диване, за компьютером или быть каким-то офисным клерком и думать, ой, а кто же это изменит? Валерию с напарником вызвали на ДТП. Водитель Ланоса говорил по телефону и въехал в стоящую впереди машину. Штраф выписывать не стали, просто зафиксировали факт аварии. Сказали, что сделать, как составить договор с водителем, все хорошо. В 2 кварталах отсюда вышел из строя светофор. Патрульные помогают пешеходам перейти дорогу. Что делали только что? Светофор не работал, работал с перебоями, резко переключался с зеленого на красный, с красного на зеленый, одновременно зеленый и у водителя, и у пешехода. А вы его починили только? Не починили, выключили. Чинить пока не очень умеем. За 2 дня работы, рапортуют в МВД, люди стали гораздо чаще вызывать милицию. Связывают это с возросшим доверием. Машины с синими мигалками круглосуточно ездят по улицам украинской столицы. Дмитрий Криштофов ради веры в реформу бросил любимое дело – работу фитнес-тренером. И говорит, пока не жалеет, хотя замечания есть. Ну, так как мы первые, я понимаю, что все для нас не могут сразу сделать. Допустим, форма очень пока что жаркая. Должны выдать нам поло. Там кроссовки, потому что пока что берцы теплые достаточно. Курирует новых патрульных первый замминистра внутренних дел Украины Эка Сгуладзе. В 2000-х она проводила реформу полиции в Грузии. Говорит, первыми результатами своих украинских подопечных довольна. Среди прочего, они оштрафовали прокурора и народного депутата. Мне говорил мэр Киева, господин Кличко, в день, когда они принимали присягу, не обдумываем ли мы какие-то специальные премиальные фонды за штрафование вот таких особо высокопоставленных лиц. Я там сказала и сейчас повторю, нет, потому что это должно быть рутинной работой. Сама новая полиция, в состав которой должна войти патрульная служба, в Украине еще не создана, пока переходный период. И полицейские в черной форме американского образца пока работают по украинскому закону о милиции. Ирина Клименко, Максим Катренко. Настоящее время. Киев. Без шансов, без вариантов. На концерте в Тбилиси певица Земфира во время исполнения песни «Интересно, как ты там» подняла над головой протянутый фанатами украинский флаг. Жест Земфиры тут же стал самым обсуждаемым событием в Рунете. Певицу обвинили в том, что она сама подстроила передачу флага и обещали тщательно разобраться и провести расследование. Осудили певицу и коллеги по цеху. Атар Кушинашвили заявил, что Земфира превратила концерт в политическую манифестацию. Продюсер Осип Пригожин попросил не скидывать всех собак на россиян. А председатель комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Пушков устроил целый опрос в Твиттере с просьбой выразить свое отношение к акции Земфиры в Тбилиси. Но не все видят в действиях Земфиры политический подтекст. Журналист Юрий Сапрыкин уверен, это был импульсивный шаг, за которым не стоит ничего, кроме доброжелательного отношения к фанатам. Люди, которые приписывают этому какое-то антирусское или там, проукраинское значение, мне кажется, что у них уже просто сильно искажено восприятие и, всего происходящего. И они за абсолютно каждым шагом, каждым словом и каждым жестом видят какой-то всемирный заговор или какую-то коварную провокацию или еще что-нибудь. Смотрите далее в нашем выпуске. Очень много пропаганды, милитари. Make war, not love. Рок-фестиваль «Нашествие» превращается в военный парад. Президент Ильхам Алиев хочет меня убить. Независимый журналист Эмин Милли об угрозах его жизни, ситуации в Азербайджане и первых европейских играх. Я вам не скажу за всю Одессу.
После нескольких лет простоя Одесская киностудия реконструировала павильоны, закупила технику и возобновила съемки фильмов. Еще один скандал на сцене. Православным террористическим актом назвал радиопродюсер Михаил Козырев срыв празднования 20-летия радиостанции «Серебряный дождь». Это самое. Отбери камеру. Около 100 человек ворвались на мероприятие и заявили, что шумная музыка мешает им молиться. Конфликт удалось уладить только после появления полиции. Большой пост, который Козырев написал сразу после инцидента, был удален с Фейсбука, но спасен одним из подписчиков Михаила. Судя по описанию, происходящее походило на боевик. Протоиерей Смирнов взял меня за руку, как при рукопожатии, и хорошо поставленным приемом вывернул кисть, заваливая меня к земле. Вынырнувшие из-за его спины 4 сопровождающих людей в штатском, ворвавшиеся за кулисы, тотчас вслед за ним отшвырнули меня к стене. Судя по всему, верующих вдохновили слова протоиерея Всеволода Чаплина, который не так давно заявил, что комфортная и спокойная жизнь вредит обществу. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим, слава Богу, не будет. Почему я говорю слава Богу? Общество, в котором слишком много сытой и спокойной, беспроблемной, комфортной жизни, это общество, оставленное Богом. Это общество долго не живет. Вот баланс между светскостью и религиозностью, в конце концов, наверное, выправит сам Бог, вмешавшись в историю и послав страдания. Страдания, которые в этом случае пойдут на пользу. Высказывание официального представителя РПЦ прокомментировал во время своего недавнего концерта в Москве музыкант Борис Гребенщиков. По-моему, они взбесились. Много денег плохо действует на мозг. Они считают, что имеют право говорить и решать за народ. Они считают, что имеют право решать от вашего имени. Они считают, что имеют право делать вас пушечным мясом. Я не думаю, что они имеют такое право. Еще одним событием, горячо обсуждаемым в социальных сетях, стал очередной фестиваль «Нашествие». Тяжелый рок играли под прицелом тяжелой техники. К традиционному року и самолетам теперь добавили танки и гаубицы. В рамках рок-фестиваля второй год подряд проходит демонстрация военной мощи страны. Наши коллеги с «Радио Свобода» наблюдали, как фестиваль превращается в парад техники. Панки и танки в материале Ильи Кизирова. Юбилейный 15-й фестиваль «Нашествия» стал едва ли не самым скандальным за всю его историю. Притом, еще не успев начаться, сразу несколько известных музыкантов обвинили организаторов в том, что фестиваль становится излишне милитаризированным. Отказ Андрея Макаревича выступать на фоне танков сразу же вылился в крупный скандал. В оргкомитете «Нашествия» на претензии лидера группы «Машина времени» ответили со всей серьезностью и заявили, что от сцены до ближайшего танка больше километра. Да и коллеги по цеху поступок Макаревича тоже осудили. Что касается Андрея Владимировича, мы все люди, у нас как-то меняется настроение, видимо, как-то меняется взгляды. Год назад это не напрягало, а сейчас напрягает. Военной атрибутики на «Нашествии» в этом году беспрецедентно много. То есть вот даже для сравнения, вот это вот площадка армии России. И она лишь чуть-чуть уступает по площади фан-зоне у главной сцены фестиваля. Для тех, кто всерьез проникся военной тематикой, тут же работает пункт отбора на контрактную службу. Судя по словам сотрудников, желающих отправиться с фестиваля в казарму находится немало. По итогам прошлого года где-то порядка 30 тысяч человек обратились, именно интересовались вопросами прохождения военной службы по контракту. Да не, на самом деле все очень хорошо сочетается, и патриотизм, и рок, все должно быть вместе. Армейская зона хорошая, но очень много пропаганды, милитари, и это... Не знаю, правильно, неправильно. Кардинальных перемен в музыкальной программе фестиваля за все время его существования особенно и не произошло. Добавилась политика, но об этом тут говорить не принято. Вот говорят, что сейчас фестиваль стал таким политизированным. Как вам кажется? Вы знаете, я воздержусь от обсуждения этой стороны фестиваля. 15 лет существования «Нашествие» стало крупнейшим музыкальным фестивалем в России. Правда, сейчас оно меняет курс и из музыкального события превращается в военно-музыкальное.
Илья Кизиров, Антон Олейников, Тверская область. Журналист «Настоящего времени» Петр Шеломовский тоже побывал на нашествии и считает, что организаторы фестиваля не могут ничего поделать с его милитаризацией. Организаторы говорят, что да, что рок — это музыка протеста, но нет, у нас нет протеста. Они понимают, что в текущих реалиях они должны сотрудничать с властью. Это выражается в том числе в присутствии бронированной техники, да, в экспозиции бронированной техники на этом фестивале. 16 американских сенаторов написали письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем они подчеркнули свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане. Мы встретились с директором азербайджанского независимого канала Мейдан ТВ Эмином Милли. Об угрозах его жизни, ситуации в стране и недавно закончившихся первых европейских играх с Эмином беседовал наш коллега Кенан Алиев. Эмин, здравствуй. Эмин, вы недавно выступили с заявлением и заявили, что есть реальная угроза вашей жизни. Что происходит? Эта угроза, я воспринимаю ее очень серьезно. Что разгневало власть? Речь идет о том, что, во-первых, Мейдан ТВ является одним из 2-3 независимых групп. Мы пытаемся информировать наше общество о том, что происходит в Азербайджане. Наша аудитория очень сильно растет, и правительство было обеспокоено всем этим. Но недавно правительство инвестировало 8 миллиардов в Олимпийские игры. Вы знаете, первые Олимпийские европейские игры прошли в Азербайджане. Они хотели, и лично Ильхам Алиев думал, что это будет самый большой пиар в его жизни и самое его большое достижение. Это было видно потому, как он брал факел олимпийский, и когда он даже награждал медалистов, он сам лично их награждал. А что здесь плохого? То есть мы проводим игры, мы усиливаем имидж Азербайджана во всем мире, мы вкладываем в инфраструктуру страны. То есть позиция властей такова, что а что здесь плохого, что вам не нравится? Я приведу пару фактов. Вы понимаете, страна, где учитель получает в месяц $150, где ветеран Карабахской войны получает $50. И эти несколько миллиардов в любой другой стране можно было бы использовать совсем по-другому. Алиев, он стал заложником своих вот этих глобальных амбиций. Да? То есть, когда ты инвестируешь 8 миллиардов, когда ты хочешь проводить такие масштабные спортивные мероприятия, конечно, интерес мирового медиа к тебе будет огромным. И мировое медиа, это независимые разные телеканалы, газеты, они будут писать, конечно, о проблемах. И вот они никак не могут с этим смириться. И поэтому то, что они, вот видите, угрожают мне, то есть президент Ильхам Алиев хочет меня убить в Германии, они, сажают в тюрьмы, они начинают охотиться даже за теми, кто их критикует, и те, кто вне страны, да, начинают закрывать границы вот этим в советском, сталинском стиле для своих граждан. И недавно, конечно, апофеоз всего этого было заявление главы Международного отдела президентской администрации Новруза Мамедова недавно о том, что Азербайджан собирается выходить из Совета Европы, о том, что Азербайджан полностью собирается изменить свой внешнеполитический курс. И это показывает, я думаю, то, в каком направлении все-таки Алиев и его команда движется. И я считаю, что прежде всего это также измена политики своего же отца, потому что Гейдар Алиев, он всегда вел многовекторную политику, то есть сбалансированную политику, но в последнее время мы видим, конечно, очень сильный крен Ильхама Алиева в сторону Путина, и вот этот отход от Запада, я думаю, это очень опасная тенденция для всех нас. Вы боитесь за свою жизнь? Я не боюсь за свою жизнь, но я никогда не прекращал вести борьбу за свободу слова, борьбу за то, чтобы граждане в нашем обществе имели доступ к независимой информации. И, конечно, я буду продолжать эту борьбу. Спасибо. Спасибо вам.
Одесская киностудия после нескольких лет простоя реконструировала павильоны, закупила новейшую технику и возобновила съемки фильмов о том, как сегодня выглядит новое украинское кино. В материале Всеволода Ананьева. Увидеть оригинальные наряды из «Трех мушкетеров», посидеть на королевском троне или, подобно графу Монте-Кристо, быть закованным в кандалы. В музее при Одесской киностудии история советско-одесского кино тесно переплетается с современностью. Многие реквизиты используются и в съемках современных кинофильмов и телепроектов. Вот зеркало, кстати, перед которым мы с вами стоим. Это зеркало из «Места встречи изменить нельзя», в которое смотрелась подруга Фокса. После тотального застоя Одесская киностудия не только реконструировала свои производственные мощности и закупила новейшую съемочную технику, но и активно занимается собственным производством. Лидия Викторовна работала здесь реквизитором еще при Союзе. Призналась, что на каком-то этапе мысленно поставила крест и на своей карьере, и на украинском кинематографе в целом. Теперь же с гордостью показывает нам убранство съемочных комнат в одном из павильонов. Здесь постоянно проходят съемки. Телевизионные проекты снимаются. Вот. Возрождение киностудии вот мы для себя начали с того, что сняли короткий метр своими силами Одесской киностудии «Господин Рай». Он тоже здесь снимался. После «Господин Рай», первого современного продукта киностудии по пьесе Тенниси Уильямса, последовала еще одна короткометражная работа, а далее и полный метр. В данный момент закончилась озвучка сериала об Одессе, также снятого силами киностудии. Однако легкими условия работы украинских киношников не назовешь. Госкино не оказывает никакой финансовой поддержки предлагаемым проектам. Кроме того, до военных действий львиная доля заказов приходилась на российских коллег. Сейчас же их на территории киностудии видеть не желают. И все же, как подчеркивает руководство предприятия, даже кризис, разрыв всяческих отношений с российским кинопромом и прохладное отношение родного государства для хорошего киношника не помеха. В нынешних условиях основную ставку одесситы делают на свою кинопроизводственную базу и так называемый копродакшн, когда в производстве одной картины участвуют несколько стран. Единственный выход из той ситуации, в которой находится на сегодняшний день отечественный кинематограф, это копродакшн. Подобный подход позволил из убыточного предприятия с огромными долгами, каким и была киностудия еще в 2012 году, превратить его в конкурентоспособное. Режиссеры со всего мира приезжают сюда за техникой, оборудованием, реквизитом и даже костюмами. А с этой стороны у нас Вторая мировая. Здесь и морская форма, и все рода войск. Предпринимательский подход не только к созданию фильмов, но и к истории одесского кино. Например, знаменитый павильон, который на заре кинематографа был построен специально для Веры Холодной, превращен в современный шоу-зал для проведения концертов и творческих вечеров. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Это была программа «Настоящее время. Неделя». Я Дарья Соловьева и мои коллеги прощаемся с вами. Все выпуски смотрите на сайте Current Time TV, в социальных сетях и в эфирах ваших национальных каналов. До встречи!